Мы начинаем работу круглого стола. Тема круглого стола – историко-культурное наследие и межнациональное согласие. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех присутствующих здесь на работе этого круглого стола. Это мероприятие является частью общего проекта фестиваля национального творчества «Огонь и жизнь. Свадебный обряд», который проводится в рамках проекта «Огонь и жизнь. Вместе сквозь века». И сегодня мы хотели бы, будучи в Саратовской области, в Краснокутском районе, обсудить вопросы межнационального сотрудничества. Посмотреть, как воспринимают межнациональные отношения жители, представители Саратовского региона, представители общественных объединений национально-культурных автономий, которые действуют на территории Краснокутского района. Здесь присутствуют почетные гости из Москвы и Саратовской области и руководство муниципального района. Прежде всего, хотел бы сказать, что для чего нам важно проводить мероприятия такого рода, прежде всего для того, чтобы мы понимали, что Россия, как многонациональная страна, Саратовский регион, и как и большинство регионов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, которые представлены многими народами, имеет такую особенность, что очень важно, необходимо уметь находить язык, находить общие точки соприкосновения между представителями различных национальностей. И для того, чтобы подчеркнуть важность гармонии, которая должна быть в обществе, сегодня до проведения круглого стола мы представили художественную и фотовыставку о том, что может быть, о том, что есть, и о том, чего нельзя допускать, и что нам нужно делать для того, чтобы не допускать проявления негативных происшествий. Первое. Мне приходилось часто приезжать в Саратовскую область по различным вопросам. Здесь есть национально-культурное объединение курдов, которое действует на протяжении уже нескольких лет. Есть вопросы, которые возникают в жизни, и по мере возможности мы пытаемся решать эти вопросы со своими коллегами внутри структуры Федеральной национальной культурной автономии и при взаимодействии с органами государственной власти Саратовской области. Несколько слов хотел бы сказать о курдах. Сегодня вы видите, мы раздали вам материал, называется «Курды. Участие курдов в Великой Отечественной войне». Почему мы решили это сделать? Для того, чтобы показать, что в этой книге описано то, как представители разных национальностей, включая курдов, защищали страну от гитлеровского фашизма. Книга была написана Халитом Муратовичем Читоевым, но идея о втором издании этой книги, она принадлежит представителям курдской молодежи, которые в социальных сетях, обсуждая о том, какой вклад внесли наши предки в эту страну, выступили с такой инициативой, с такой идеей, что нужно найти материал. Неужели курды не сделали ничего, чем можно было бы гордиться и рассказать окружающим о том, что сделали наши предки для этой страны. И мы, Федеральная национальная культурная автономия, мы решили поискать этот материал и нашли из архивов. Эта книга была издана впервые в Армянской ССР. И в ней собраны архивы Министерства обороны Советского Союза и приведены данные, сведения о том, что происходило и где были задействованы курдские отряды. И мы видим, что практически на всех фронтах присутствовали представители курдов. Может быть, многие уже забыли, даже сами курды, может быть, забыли, что их родители, деды принимали участие в Великой Отечественной войне, но на всякий случай мы хотим еще раз напомнить
и самим курдам, и народам, проживающим вместе с курдами, и народам, среди которых живут курды, что каждый вносил когда-то вклад в укрепление страны, и это нужно продолжать делать и сегодня, и делать это в будущем во имя нашего укрепления, во имя будущего, во имя будущих поколений. Здесь представлены именно те материалы, которые удалось найти Халиду Муратовичу Читоеву, поскольку когда вышла эта книга, и мы о ней говорили, мы проводили ее презентацию в Москве, появились люди, которые начали показывать материалы, документы, а вот наших родственников здесь нет. То есть здесь представлены не все люди, которые были задействованы на том или ином фронте, будь то Ленинградский, будь то освобождение Берлина, будь то война с Японией, курды присутствовали везде, и в этой книге можно это увидеть. Когда будет свободное время, можете посмотреть, почитать. И очень важно для наших коллег, представителей местной национальной культурной автономии Краснотурского района, чтобы такие материалы наша молодежь, она читала, знала, помнила и гордилась деяниями тех, кто делал что-то не только во имя себя, но и во имя других народов, во имя единой страны. Жизнь курдов в Советском Союзе, в Российской империи, она складывалась неоднозначно. В частности, хотелось бы отметить, что в период, когда шла Великая Отечественная война, в то же время, до этого, в 1937 году, была депортация курдов из Армении и Азербайджана, армянская, азербайджанская ССР, в Среднюю Азию. То есть, смотрите, с одной стороны шла война, где курды принимали участие в освобождении в борьбе против гитлеровской Германии, с другой стороны шла депортация курдов, проживающих на границе тогда Турции. То есть такой некий кажущийся парадокс, что депортация с одной стороны, с другой стороны задействованы в военных действиях. И об этом парадоксе очень хорошо рассказывает, но в позитивном ключе, Николай Федорович Бугай. Я сегодня хочу вручить эту книгу для Виталия Владимировича. Эту книгу я вручаю для Министерства национальной политики и общественных отношений. И тогда можно ответный шаг. Я хотел бы передать от нашего региона вам вот такой интересный фотоальбом о нашем регионе. Я думаю, что когда вам будет скучно, да, вы возьмете, полистаете несколько моментов, несколько листов, улыбнетесь, и вам будет приятно. Хорошо. Спасибо. Я сейчас хотел бы предоставить слово вам, и потом мы послушаем наших гостей по теме сегодняшнего мероприятия. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Хочу напомнить, что наш регион один из самых многонациональных регионов во всей России. По результатам предыдущей переписи населения только в нашем регионе проживает более 160 национальностей. Исторически сложились дружественные связи между народами области, основанные на взаимоуважении и сотрудничестве. Вопрос национальной политики в регионе регулируется на основе стратегии госнацполитики Саратовской области на период до 2025 года, а также ряда иных федеральных и региональных нормативно-правовых документов. В течение многих лет в области работает Совет по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе Саратовской области Валерии Васильевиче Рожаеве, на котором решаются актуальные вопросы межнациональных отношений. На территории Саратовской области зарегистрировано 50 национально-культурных общественных организаций. Руководители национально-культурных организаций области являются лидерами общественного мнения, проводниками национальных культур, народных традиций. Экспертное мнение руководителей учитывается при формировании повестки национальной политики нашего региона. В области есть ряд руководителей с многолетним стажем общественной работы, которые совершают значимый вклад в укрепление мира и дружбы между нашими народами. Традиционными для области
стали мероприятия ко Дню народного единства, а также Дни славянской письменности и культуры, фестиваль национальных культур, День России, День родного языка. В Саратовской области мы отмечаем национальные праздники народов региона – Масленицу, Сабантуй, Наурыз, Шумбрат, Акатуй, Терендес и так далее. На каждом подобном празднике присутствуют люди разных национальностей, и он становится объединяющим. Этот факт говорит о добрососедских отношениях между людьми разных национальностей. Наша Саратовская область – наш общий дом, и все мы стремимся жить здесь в мире и согласии. Напомню, что с 2003 года принимает гостей наш всеми любимый этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области» в Парке Победы на Соколовой горе, город Саратов, в котором расположились 15 национальных подворий. Все подворья имеют национальный декор с элементами быта представленного народа. Здесь же можно попробовать и национальную кухню, что является такой уникальной фишкой нашего региона. И все это благодаря нашему общему, скажу, другу и товарищу Шевчуку Борису Леонидовичу, председателю Общественной палаты и директору этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области». Министерство внутренней политики и общественных отношений области ежегодно проводит конкурс социальных проектов, в котором активно участвуют и национально-культурные организации нашего региона. Грантовые средства направляются на проведение значимых мероприятий, изготовление национальных костюмов, организацию концертных туров в пределах нашего региона. Также национально-культурные организации области – постоянные участники конкурсов президентских грантов. Так, общественная организация «Местная еврейская национально-культурная автономия» города Саратова второй год реализует проект «Этноотпуск на 2 дня». Данный социальный проект был отмечен на региональном и федеральных уровнях. Буквально вчера, 19 ноября, команде проекта во главе с Ириной Вейсман в Москве вручена Всероссийская общественная премия «Гордость нации-2021» за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Проект знакомит жителей области с культурой, традициями народов, живущих на территории нашего региона. Организаторы этноотпуска приглашают к сотрудничеству все национально-культурные организации региона. Многие из них уже стали участниками этого уникального по сути проекта. В ряде районов области работают национально-культурные центры, которые служат очагами сохранения и распространения народных традиций. Среди них Мордовский центр культуры «Шумбрат» в селе Оркино Петровского района, Центр чувашской культуры в селе Калмантай Вольского района, Центр национальных культур в поселке Советское Советского района и другие. В городе Саратов городской дом культуры национального творчества стал площадкой для деятельности национальных творческих коллективов. Здесь работают все вместе – и русские, и казахские, и татарские, и польские, и немецкие, вокальные, хореографические, инструментальные коллективы. Буквально вчера, опять же, 19 ноября, в городском доме культуры национального творчества мы проводили фестиваль национальных культур, приуроченный ко Дню народного единства. Уверен, что сегодня круглый стол станет интересной площадкой для конструктивного диалога, а также послужит дальнейшему развитию взаимодействия разных национальностей. Хочу пожелать всем участникам плодотворной работы, новых впечатлений, позитивных эмоций и интересных коммуникаций. Гостям области желаю только благоприятных впечатлений от пребывания на нашей гостеприимной Саратовской земле. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел бы представить слово Анжелике Владимировне Потаповой, заместителю главы администрации, заместителю главы Краснокутского муниципального района по социальным вопросам. Добрый день, уважаемые гости фестиваля, организаторы фестиваля. Я в первую очередь хочу сказать, что я, безусловно, рада присутствовать здесь, на этом фестивале, и рада приветствовать гостей этого фестиваля у нас здесь, на Краснокутской земле. Мы, в общем-то, рады, конечно, безусловно, для нас огромная честь, что организаторы фестиваля выбрали Краснокутскую землю для проведения такого социально значимого события. Краснокутский район, конечно, многонациональное такое население представлено в Краснокутском районе, очень много представителей различных наций, народов, народностей. Не буду их перечислять, скажу лишь только, что, может быть, курдский народ и не самый многочисленный именно в Красном Куте,
но тем не менее безусловно, оставляет значительный, я бы даже сказала, значимый след во всей нашей жизни. Потому что, как и любой народ, их культура самобытна, идентична и уникальна. И, как уже Михаил Владимирович сказал, да, и на местном уровне мы тоже, конечно, взаимодействуем со всеми представителями местных общин, и неважно, в каком статусе они находятся. У нас также при администрации, при главе района создан совет по межнациональным отношениям, куда вошли представители, может быть, не всех национальностей, но, тем не менее, самых многочисленных. И я, как заместитель главы именно по социальным вопросам, могу сказать, что это взаимодействие происходит, безусловно, каждый день, а не только в рамках каких-то мероприятий, через такие отрасли, как образование, культура, спорт, молодежная политика, поскольку в образовательной деятельности, да, в рамках регионального компонента наши дети изучают многообразие религий, все дети. Безусловно, происходит интеграция культур ежедневно, и этот фестиваль, в общем-то, эта выставка тому такое яркое свидетельство. Конечно, мы очень гордимся, мы очень радуемся, мы очень чтим, когда представители каких-либо национальностей прославляют наш район. Это и спортивные достижения, и какие-то национальные праздники, как сегодня было уже озвучено, про праздник Наурыз, где представители, например, казахской национальности, девочка у нас заняла второе место в одной из номинаций. И, безусловно, наша молодежь – это, наверное, та прослойка общества, которая взаимодействует независимо, наверное, от наших мероприятий каждый день и даже нас, наверное, чему-то учит. Администрация, конечно, в том числе в лице главы района, уделяет тоже огромное значение межнациональным отношениям. И вот совет создан, и проходят не только какие-то совместные встречи, личные встречи с главой района, но этот диалог происходит постоянно. Может быть, со стороны показаться, что мы встречаемся и что-то обсуждаем, когда у нас происходят какие-то события. И события, которые нас всех огорчают, или какие-то радостные события, да, какие-то национальные праздники, или религиозные. Но на самом деле не так. Этот диалог проходит постоянно. И нам, безусловно, очень важен и очень дорог этот фестиваль. Не только потому, что это праздник, не только потому, что этот фестиваль доказывает, что мы друг друга понимаем, что мы взаимодействуем на постоянной основе, но мне, например, как заместителю, курирующих социальную политику, безусловно, для меня очень важно, что представители общественности, национальной общественности уделяют огромное внимание воспитанию нашего подрастающего поколения. И в том числе и вот через участие в проектной деятельности, через участие в грантовой поддержке. Поскольку это очень дорого на самом деле, что к вопросу местного значения, да, которые возложены по большому счету на муниципальную власть, подключаются представители общественности и какие-то другие представители гражданского общества. Мы это очень ценим, для нас это очень важно, и вы нам в помощь. Поэтому я благодарю организаторов этого фестиваля, и благодарю Рамазана Владимировича о том, что вообще в принципе местная автономия курдов в какой-то момент приняла решение и создать этот проект, и действительно вот этот фестиваль становится такой вот в этом проекте такой красивой, значимой и очень важной точкой. Спасибо, Анжелика.
Слово предоставляется ответственному секретарю комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Удалееву Андрею Николаевичу. Спасибо. Я хочу поблагодарить Фархата Абдурахмановича за приглашение на это мероприятие. И не просто в Москве, как обычно все съезжаются туда, потому что рядом, потому что это мероприятие проходит, как говорится, в глубинке. Сегодня очень не хватает в нашей стране, наверное, того, чтобы люди, которые живут не в столице, чувствовали, что они тоже нужны, и они тоже значимы, и каждый народ значим для России. Для меня вообще тема сегодняшней выставки и фестиваля, она такая особая. Я вырос, собственно, в том месте, где война прошла таким тяжелым катком, восприятие войны сегодня после выставки, оно немножко другое. И так сложилось, что отец у меня в инспекции, первое, что я помню в своей жизни, это как меня бомбили, это Ближний Восток. А почему с курдами? Дело в том, что о курдах я знаю от своего отца. Так сложилось, что 2 года он прослужил в иракском Курдистане, в Киркуке, и с детства, собственно, рассказывал об этом народе. И, собственно, когда мы познакомились с Фархатом Абдурахмановичем, я уже достаточно представлял, и было проще работать. И почему такой проект, он очень важен, почему наша комиссия его поддерживает, по одной простой причине. У нас очень много проектов, которые направлены на то, чтобы показать народы, культуру, традиции. Это связано песни, пляски и так далее. Очень немного есть практически единичные случаи, когда показывают немножко взгляд другой. Выставка, а в чем ее особенность? Она показывает период страны, где живут люди. Но живут люди разных национальностей, которые вместе пережили трагедию. Когда трагедия общая, то как-то национально стирается. Потому что когда гибнут дети, я в этом году был на Донбассе, понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо, ради чего война, она стирается полностью. И, наверное, это очень важно, что вообще такая выставка появилась, чтобы мы тоже понимали, что когда мы думаем, что война где-то далеко, сегодня она может быть далеко, сегодня у наших границ. И поэтому напоминание всем, что это трагедия, у которой нет ни национальной составляющей, ни политической какой-то, это очень важно. И еще одна составляющая, фестиваль, который, собственно, мы обсуждали, когда только еще задумывался. Фестиваль, понятно, что название традиционное такое, огонь и жизни, но связано со свадебным обрядом. Дело в том, что сегодня практически полностью утрачено понимание смысла свадебного обряда. И очень обидно, например, когда у нас сегодня молодежь, когда женится, какие-то подсмотренные в голливудских фильмах, бросание подвязок, еще какие-то букетики и прочее. Мы перенимаем бездумно то, чего на самом деле нет ни у какого народа. Образы, которые созданы искусственно. И в то же время у всех народов России есть обряды свадебные, которые имеют очень глубокий смысл. И когда мы обсуждали один из элементов обряда свадебного, курдского, это подарок, который молодой семье дарит, денежное дерево, в данном случае, что у курдов есть такой обычай. Мы проводили такое же мероприятие. Дерево счастья. Дерево счастья, с деньгами, дерево счастья. С яблоками или с конфетами, не с деньгами. С яблоками и с конфетами. Но смысл, я к чему говорю, что смысловая нагрузка, что дерево дарится, она на самом деле у многих народов. Много лет назад мы в одном тоже, мне почему очень нравится, в маленьком селе в Кабардино-Балкарии, Карасу, 350 человек жителей, мы проводили международный фестиваль молодых журналистов и блогеров, и там местные жители разыгрывали настоящую балкарскую свадьбу. И там тоже выносят такое же дерево. Так почему сказать денежное? Там оно все. Говорят, на самом деле раньше были не деньги, а конфеты вешали, и так далее. Смысл. Проходит еще 3 года, мы проводим медиаэкспедицию в Владимирскую область, собрали очень таких интересных людей. И начало, как нормальной медиаэкспедиции, не экскурсионного тура, начали в научной библиотеке. А так как это время было праздника Петра и Февронии,
да, новый праздник. Да, и как раз мы попросили научную библиотеку сделать выставку книг о традициях русской свадьбы. И оказывается, в 19 веке на русской свадьбе традиционной, чего уже нет сегодня вообще, забыли, дарили точно такое же дерево. То есть мы говорим о том, что на самом деле возрождение этих традиций, когда мы говорили, что курды здесь первыми выступают в таком фестивале, показывая, возрождая настоящую, исконную традицию, могли бы стать вот тем, сейчас модное слово, драйвером, да? Показать, что может мы вернемся к истокам, да, может мы если что-то утратили, мы это тоже у своего народа, и окажется, что традиции-то у нас похожи, и они имеют одинаковый смысл в жизни людей, одинаковый смысл в создании семьи, потому что и семья, когда будет создаваться, вот, да, она будет понятна, на каких принципах, почему желают и так далее, и так далее. И, наверное, вот сейчас мы вот в стране, наверное, когда задумался весь этот проект, тогда еще пандемия уже шла, но никто не думал, что будет так долго. На самом деле, вот я практически в неделю 2-3 региона посещаю. Так получилось, не знаю. Вот, может, другие не хотят ездить. Это, к сожалению, да, у нас многие эксперты привыкли онлайн. Я считаю, что живое слово, оно всегда важнее. И вот встречаясь с молодежью, мы заметили такое очень немножко новое явление. У многих молодых ребят происходит переосмысление жизни вообще. То есть когда мы долго убеждали, что мы, наверное, ценность деньги, вдруг пандемия показала, а есть у тебя деньги, нету, как говорится, перед Богом все равны. И богатых забирает, и бедных. И вопрос, что как я живу вообще сегодня, многие стали задумываться. И с одной стороны, конечно, пандемия это плохо, но с другой стороны, для многих это вообще люди уезжают. У меня студентка, блестящая магистрант, диссертацию пишет, уехала, я говорю, слушай, надо встретиться, говорит, я 600 человек, я в деревню уехала к вам. Я поняла, что здесь настоящее, а не там, в Москве. И я, наверное, понимаю, что, наверное, вот сейчас как раз то время, когда если поднимать темы вот той исконности, тех смыслов, молодежи сегодня очень не хватает смыслов. Вот они смотрят, говорят, а как жить-то правильно? Вот мы жили, суета, бежали куда-то, там деньги, хоп, и стали все. А ради чего живут? И это очень важно, что проходят такие фестивали. Самое главное, что, наверное, те, кто знает национальные обычаи своих народов, наверное, в данном случае посещает такие мероприятия, они скажут, слушайте, а у нашего народа тоже это есть. Но только мы это уже утратили, у нас нет национальных свадеб, у многих народов они утрачены. И может вот как раз вот толчок такой вот, подобные фестивали дадут к возрождению вот той исконности. И, наверное, последнее хочу сказать, вот для меня очень больной вопрос как раз Великой Отечественной войны. Я говорю, что я вырос в таком крае, где война прошла. Вы знаете, вот сегодня, когда я слышу цифру 73 тысячи, если я правильно запомнил, пропавших без вести, 76 тысяч пропавших без вести. 80 лет уже с начала войны. Мы до сих пор не можем восстановить имена тех, кто отдал жизнь, наверное, за победу. И это очень грустно. Наверное, может, надо остановиться и сказать, надо что-то быстро сделать. Это утрачивается, это уходит и так далее. Ну и, наверное, вот когда задумывалась вообще вот, идея сохранения памяти народа Великой Отечественной войны, ведь у нас мы сегодня сохраняем еще имена. И я хочу сказать, я буду всем теперь рассказывать, иду я мимо, я пешком шел до администрации. Образование это все-таки область, сегодня молодежь другая. Я прохожу мимо музея Кровеческого, а там лежат портреты земляков. Ведь фамилии-то у всех на памятниках. А я вот первое вот место вижу, где вот висит не к Дню Победы, а в принципе выставка, где мы можем посмотреть в глаза своему предку. Сегодня для молодежи это очень важно посмотреть. А у многих есть награды. Чуть-чуть подтолкни нас. Сейчас был на форуме «Россия наш дом». Ребята, которые занимаются простым проектом. Школьникам рассказывают, как найти их родственников в базах, электронных базах документов и найти, за что они были награждены, историю подвига. Вот, наверное, следующий этап, наверное, вот этой работы, может быть, с помощью молодежи, потому что молодежь выступила инициатором, да, в данном случае передательной книги. Это вот по фотографиям, я так полистал уже, но у меня, как бы я даже вижу, я так своего двоюродного деда, на сына восстанавливаю. В базе памяти по наградам нашли описание его подвига. Вот, наверное, чтобы выходило издание, там было описание, за что награды были.
Да, и это бы, наверное, подтолкнуло их к поиску, и к пониманию того, что мы сами участвуем в восстановлении памяти. И у нас нормальная молодежь, я думаю, что вот этот комплекс мероприятий, который в большой программе вот, «Огонь и жизнь» в данном случае, да, оно поможет сформировать некие новые подходы к формированию вот этой новой, нашей национальной идентичности российский народ. Спасибо. Спасибо. Владимир Николаевич, знаете, действительно, пандемия, она, я не знаю, у кого как, но действительно заставила нас задуматься в целом, по крайней мере, говорю о себе, что из себя представляет жизнь, для чего мы живем, немножко пофилософствовать о жизни. Потому что есть такое течение, в котором мы как бы все плывем куда-то в будущее, кто-то верит в хорошее будущее, кто-то не очень думает, что там не очень хорошие перспективы. Но в целом мы как в потоке шли в каком-то историческом направлении. Но и тут такая пауза. Мы, будучи в Москве, какое-то время мы без разрешения не могли выходить из дома. Нам нужно было специально заказывать пропуски. У нас было электронно заказывать пропуски, и пользоваться можно было ими 2 раза в неделю. Все. Больше 2 раз нельзя было выходить на улицу. Единственное, что можно было до аптеки сходить и до магазина. Это был такой период, продолжался, по-моему, около 2 месяцев. 1,5 месяца, да. Но мы там с запасом брали всегда, чтобы на всякий случай лишний раз не выходить. И этот период, 2 месяца, 1,5-2 месяца, немножко подумать, задуматься о смысле жизни, для чего мы живем, что мы делали до сих пор и что было бы правильно делать нам отныне. Вот, если говорить об этом годе, 2021 год, по крайней мере, из тех людей, которых я знаю, погиб от болезней, умерло очень много людей. Представители разных национальностей, многих людей, может быть, кого мы видели, с кем мы встречались, или через кого-то, или... то есть трагедия, она коснулась многих семей, которых мы, как минимум, знаем. И что это показывает? Андрей Николаевич сказал, что это такая вещь, что она может унести, и неважно, сколько у тебя денег в кармане, были очень богатые, зажиточные люди, они платили огромные деньги врачам, но это не помогало им сохранить жизнь. То есть главное в жизни не деньги все-таки. Деньги – это средства, которые помогают нам реализовывать планы, проекты, реализовывать свои мечты, а не то, чтобы приносить в жертву свои мечты, свои какие-то идеи в угоду тому, что нужно заработать больше денег. Поэтому, когда мне приходится вообще в жизни часто общаться с молодежью, я 23 года преподаю, общаясь с молодежью, я всегда им делаю такое наставление. Если у вас есть мечта, старайтесь ее реализовывать, чтобы вы, когда прожив жизнь, оглянулись назад и сказали себе: я прожил прекрасную жизнь, я прожил хорошую жизнь, я сделал то, что я хотел сделать. Рискуйте, не нужно бояться. Очень часто наша молодежь, она боится предпринять какое-то действие, думая, что у нее не получится. Нет, нужно вдохновлять людей. Пусть пытаются, пусть пробуют делать благое дело, полезное и для самого представителя молодежи, и для окружающих. А дальше уже как сложится. Как говорят, проблемы можно решать по мере их поступления. И здесь очень важно нам поддержать нашу молодежь. Есть такой кризис понимания того, что нужно делать, как нужно жить. Люди действительно в поисках. У людей очень много идей. И молодежь у нас сейчас, и даже дети, они с очень необычным мышлением, необычным восприятием мира, иногда бывают крайне неконтролируемые. Это тоже есть. Я приведу пример, когда нам приходилось выезжать в регион Ярославской области, когда преподаватели рассказывали, что им трудно контролировать детей, трудно контролировать молодежь. Есть ограничения на законодательном уровне, что голос не повышать, то не делать, третье не делать. Очень много ненужных ограничений. На наш взгляд, это ненужные ограничения, и мы эти вопросы поднимаем. Если преподаватель не может повысить голос и под угрозой, что его уволят, но мы-то воспитание все получали как? Преподаватель повысил голос. Тут нужно говорить не о правах, каких-то нарушенных правах, а о том, что иногда нужно предпринимать какие-то действия, чтобы воздействовать на человека.
воздействие на человека. Даже если родитель ругает ребенка, значит нужно ругать ребенка в этот момент. Это никак не означает, что нужно предпринимать какие-то действия экстремального характера, но родители жалуются преподавателям, преподаватели жалуются нам. 1000 лет Что наши нам предки делать? воспитывали вот так, Да. а сейчас говорят, что вот все, что до этого Права было, ребенка, это было неправильно. права ребенка и воспитываем детей, просто рассказывая им приятные вещи. Но в жизни очень много неприятного. Но ребенок должен быть готов к разным событиям, и негативным, и положительным. Нельзя ему постоянно говорить о положительном, потому что он сам видит отрицательное. Нужно говорить, рассказывать о том, что отрицательно, что положительно. И я думаю, что любой человек должен уметь ощущать весь спектр эмоций, пережить их и выбрать, что верно, что приносит результат, а что вредит самому человеку, вредит его окружению. И после этого ходить, идти по пути жизни, уже будучи мудрым человеком. А не то, что искусственно ограничивать его в том, что у тебя есть права, никто тебя не может ничем ограничивать. И после этого мы получаем поколение людей, которые при любом общении говорят, это не ваше дело, мы лучше знаем, никто нам не хозяин, как хотим, так и будем делать. Получается полная анархия. Это может привести к тяжелым последствиям в будущем, потому что нельзя. Мы считаем, что вот как хуже. И я думаю, многие со мной согласятся, нам нельзя попустительствовать в этом плане. Нам нужно уже с самого детства воспитывать в человеке дисциплинированность, умение уважать взрослых. Потому что вот это уважение к взрослым, это традиция, это национальная традиция многих народов. А когда все вот эти наши древние традиции, которые позволили нам спустя многие тысячелетия дойти дожить до сегодняшнего дня, когда, в принципе, у нас многое есть, мы имеем много того, что не имели наши предки, и сегодня мы оставляем эти традиции в угоду чего? В угоду того, что нашим никогда не являлось. Это не наши законы. Они пришли откуда-то, кто-то апроприировал на себе, мы у них скопировали. Но нужно, даже если перенимаем у кого-то что-то, нужно без толка поставить как нашу действительность, как действительность наших народов. Здесь, конечно, я выступаю на различных площадках, эту тему поднимаю. Раз мы затронули молодежь, детей, то здесь было бы не лишним упомянуть о них. Потому что воспитанный человек, который понимает, что такое жизнь, он будет знать, как нужно относиться и к старшему, и к тем, кого среди нас нет, и как выстраивать жизнь, как выстраивать отношения в будущем. Ну, продолжая тему, связанную с тем, что есть наша действительность, это не только песни, пляски и радость, но это также и есть сложные стороны нашей жизни, есть трудности, есть препятствия, которые мы должны быть в состоянии преодолевать. Я хочу предоставить слово главе представительства Северной и Восточной Сирии, господину Рашаду Бинаву. Прошу. Он будет говорить на курдском языке, и Шореш Абы поможет, его помощник поможет перевести на русский язык. وی فستیوال همی تبایی گلی روسیا همون پیکاتی در روسیا دا و گلی پورت антируст. Вначале спасибо гостям и друзьям всех, которые присутствуют в этом фестивале. بدگمان بندر باکر و وجلات سوریه دا گلی پیکاتی جیان دکن کردن، عربن، سریانن، آشورن، ارمنین ها و هنک پیکاتی دینجی جیان دکن بگشتی تبایی میزی زیده 5 ملیون انسان جیان دکن. Северная и Восточная Сирия – это многонациональный и многоконфессиональный регион. Там проживают и курды, и арабы, и ассирийцы, и армяне. В общем, около 5 миллионов человек там проживают. وان گلی هنه سالا به هفته جیان کرده بکو تو پروگرامی که نواندا درکه. Уже много лет эти все народы, конфессии, они проводили и жили совместно мирную жизнь без каких-либо проблем. به مخابن دوان 10 سال داویه دا پشتی شهر ولات ما رودا
أو بو سبب كيكو جالك بكاتين جد آخر بقرة وكوشتر. Но, к сожалению, война, которая началась лет 10 назад, к сожалению, из-за этой войны очень многие народы и конфессии, которые там проживали, им пришлось покинуть свои регионы, свои родины. بتهيبت هزم كندرال جالين يكو يكتيا جالين يكو هندري سوريا دهية هدف جرت وقصدم كو أب چاند يكو هندري بطور وجلات سوريا بشتيت سوريا دهية جهولي راك. Особенно эти радикалы, террористы, у них основная цель была разрушить это единство и мирную жизнь, в котором жили все эти народы вместе. يعني هندري وردا جهة كنارة أمبيجن جهة ديرة نزقفته أمبيجن جهة إزدياء جهة أولي حمو هدف كرت. Особенно они хотели разрушить именно вот это культурное наследие, там старинные исторические церкви, храмы езидов, храмы других конфессий, они именно хотели уничтожить это культурное наследие этого района. أروها دبستان حمو خراكر وجهة كنارة يكو قريداي چان روان قرانا حمو جبولي راكر. Также они нацелились на разрушение, хотели разрушить именно вот школы и образовательный центр, в которых эти люди хотели продвигаться и развиваться. يعني ده أنجام ده هم بكاتين جلا هدف قرتم هم زاروك هدف قرتم هم جن هدف. И в итоге у них цель была уничтожать культурное наследие детей и женщин, чтобы вообще стереть историю этих земель. لبلا جبال بولغاري من بلكي كرنارة وبلكي قريب وفضل فستنك حتى أصلكي أو فكرة مدراب أو بروجي هني غلطة بس دورتي ده قريبون بكاتيان بهبرجيان بكين ولسر أفقا حتى أصلك المزيج بمين. Но так как это совместная жизнь этих народов идет в глубокую историю, они смогли на каком-то основе защититься и быстро организоваться и противостоять этим радикальным силам и защитить себя. يعني دهندرين سوريا دا قال راحتي بهبرجيان بكين وحتى زي بچان دخل بزمان خو بجلو برگی خو بدعوات خو بكولتر خو هر کس جيان دكه وهر کس جي رز طرفي درك. И в данный момент продолжается на территории Сирии, на северо-востоке Сирии, особенно это совместная жизнь, в котором все народы уважают друг друга, продолжают своей самобытностью на своих языках, на своих традициях. Они тоже также проводят свои фестивали, свои мероприятия, основываясь на своих ценностях. بينما أنجام خباتك كتر جرام حتى هذا الكلام وأنجام أوجي نتهني خباتك يعني بيجين بديج بفكرهني كانوا خباتك شاندي زمان وكولتر دكتورش. И, конечно, вся эта работа не просто была сделана, это на них ушло очень много жертв. И также это все совместная жизнь, чтобы защитить это культурное наследие. Также были работы, кроме войны, также культурные мероприятия. Они тоже культурой смогли защитить то, что сейчас у них есть. يعني أنا كربرينجي ددن بيشانجاهي وفيرانجي هني بهندري وكل رجلات السوريا دا مجارة كولتور ومجارة كلام كر أساس تيجرتن وبتهيبت جي مجارة دماغ حمود بكاتيان دا ما في جنيه وجمع ما في جنيه سرحة تشتري. Поэтому мы очень ценим такие мероприятия, очень ценим такие культурные мероприятия, выставки. И поэтому на северо-востоке Сирии, чтобы развивать эти культурные мероприятия, чтобы каждый народ смог свою культуру развивать, очень много работы делается. И особенно так как там есть такая основная проблема права женщин, особенно акцент делается на северо-востоке Сирии на права женщин. يعني ده ما بنزور ونشتغل مع الكوميسيون الديري ده سبيكي جنة حاضرون بيشتغلوا ونشتغل كيف خاطر ما بقول أنا كي
رنگ یک روسیا من است که رنگی دموکراتیکه دنکلی باجاریجی هی. И то, что мы хотели на Северо-Востоке защитить и создавать, мы это видим в России. Самом вот, когда мы смотрели в комиссии, и там женщины сидят, весь день вступают, мы видим везде лица женщин, это нам очень приятно. ام یعنی گلی مهندره روسیا در جیان دکن پیکاتی و وکی سیستم و چند داوی ام شکار اساس دکران ام تخازن و نمونه هنه در واسی تغیی سوریه بکن. Поэтому мы стараемся изучать здесь, учить вас и внедрять некоторые вот эти хорошие качества, которые существуют в России и на северо-востоке Сирии. سرگی اساس هنه ام جوی و فستیوال هنه میوان حاضر کسی به فستیوال اورگانیزه دوستان کردن و جوی ریوبریا روسیا فدرال و ریوبریا هری مسارات که و کراسنا کوتی ام سپاس دکون و در فتی که دوست آدمه باجاره کی بچوکه بس دلی خمازنه ام جوار سرکت میتوازه. Еще раз благодарю всех организаторов этого мероприятия, всех глава региона Саратова, Краснокутск и проведение за организацию всем организаторам. Да, маленький город, но душа очень большая. Еще раз благодарю за проведение такого мероприятия, за приглашение. Да, благодарим за выступление. Действительно, вы затронули важную тему, связанную с тем, как можно отстаивать свою землю, свою родину в кризисной ситуации. И в Сирии, если говорить в целом, не только в Сирии, но и в Ираке, курды в кризисную ситуацию проявили себя очень хорошо. То есть можно сказать, что народ, который может адекватно реагировать на кризисную ситуацию, на начало каких-то военных действий. Очень быстро сформировались военные отряды, боевые отряды, которые начали защищать землю и вовлекать туда представителей различных национальностей, вместе дружной семьей отстаивать свою землю, свои дома, свою страну от противника. Сейчас я хочу предоставить слово представителю Общественной палаты Касьяну Араику Карибовичу, пожалуйста. Спасибо. Приветствую всех сегодня участников прекрасного мероприятия, которое организовали Курдская община. Знаете, я сегодня получил много информации, но я уверен, что участники сегодняшнего мероприятия тоже много получили. Для меня, как армянина, я много знаю про курдов. Я сейчас в течение нескольких минут листал участие курдов в Великой Отечественной войне. Примерно 90% фамилий, которые курды уходили в рост из Армении, из армянских районов. Люди, если курды здесь, в этом зале, жили в Армении, они прекрасно знают, что армяне как относились и сегодня как относятся к курдам. Много, вот когда я, правда, ваш язык не знаю, но есть танцы, которые, скажем, до сих пор эти два народа вместе танцуют. Есть моменты, которые в Сирии я знаю, что армяне с братским народом курдами вместе воюют против террористов. И то, что в России сейчас, скажем, на Краснокутской земле мы сегодня обсуждаем, мы знакомимся с курдской культурой, историей. Выставка нам дает такое, скажем, знакомство курдской женщины, детьми, вот, скажем, войной, которой многие, дай Бог, чтобы никто не знал, что такое война. Люди, которые уже там побывали, для них очень тяжело об этом даже говорить. Но ваш народ сильный духом, потому что ваши женщины, почему вы очень много
говорите о них, потому что они с вами рядом воюют против террористов. Они не только рожают детей, но они с вами делают вам сильнее, с вами вместе за свою свободу воюют. Но хочу вам пожелать не только постоянно воевать, хочу вам пожелать, чтобы вот такие мероприятия были не только в России, в Краснокутской земле, а именно на тех землях, где вы будете мирно проживать с другими народами, создавать свой очаг, сеять вот тот хлеб, который показывали нам картинки, да? Но нам, национальным лидерам, которые много-много лет участвуют вместе на разных мероприятиях, у нас только лозунг жить, радовать, передать друг другу культуру разных народов, получать только положительные эмоции от этих мероприятий. И однозначно мы вчера, когда были в Саратове на одном мероприятии, где разные народы танцевали, показывали свою культуру, конечно, в зале было мало людей в связи с ковидом, болезнью, но очень радостно, когда чувствуешь, видишь культуру другого народа. Мы, общественники, когда часто видим, мы это все уже понимаем. Сколько приятно людям, которые не занимаются общественной деятельностью. Как создавать, чтобы они это видели. Конечно, телевидение, радио сегодня показывают вообще другое, рассказывают о другом. Если показали о разных культурах разных народов, я думаю, нам в России будет комфортно жить. Каждая культура, в свою очередь, передает другим только хорошее. Потому что, когда мы приходим, скажем, в гости к другим народам, мы на столе видим другая кухня. Мы у них видим и потрогаем, вот скажем, как они одевались, как они ходят, как они танцуют, как обряды, все разное. Мне это все нравится, я приветствую. И желаю всем участникам часто присутствовать на прекрасных мероприятиях. Спасибо за то, что вы организовали. Спасибо большое. Да, действительно, культура сближает людей. Есть даже очень много элементов, которые похожи на представителей различных национальностей. Я недавно выступал вместе со своей молодежной командой в Пятигорском государственном университете перед студентами, более 50 студентов. Там мы обсуждали тему, рассказывали, проводили семинар «Курдские традиции и современность». И когда выступила одна из наших студенток, которая рассказывала о национальных инструментах, я вижу, что нам люди перешептываются. Смотрю, предполагаю, что это представитель такой-то национальности. Друг другу что-то говорят. Инструменты, они могут быть похожи, общие, но у них могут быть разные названия. То есть, например, курды называют ней, а армяне говорят дудук. Внешне они похожи. У них немножко есть разница в расстоянии между отверстиями, потому что нота си-бемоль 2 у курдов она имеется, армяне используют просто ноту си-бемоль, к примеру, это из инструментов. Внешне люди могут думать, что это тоже инструмент, но там, когда начинают играть представители двух национальностей на внешне похожем инструменте, звуки они разные, потому что ноты чуть-чуть отличаются. Это как китайские, индийские ноты, они немножко отличаются от тех нот, которые используются на европейских инструментах. То есть мы привыкли, что есть, допустим, расклад до, ре, ми, фа, соль, ля, си и, соответственно, диез и бемоль к ним. Но есть народы, которые используют четвертоны или же используют ноты немножко другие. Суть в том, что при даже внешне похожих инструментах, но разных названиях, мы видим, что есть что-то такое, что народы, наши предки вносили какой-то
свой вклад даже в формирование этих инструментов. Они создавали даже из тростника инструмент, внося в него, подбирая то расстояние между отверстиями, которое близко его душе, нота, которая лучше им ощущается. То есть своеобразная национальная вибрация. Ну, есть такой момент. Поэтому очень разнообразная культура различных народов, проживающих вообще на планете Земля. И нам бывает интересно, кому-то, может быть, в большей степени, в кому-то меньшей степени слушать этническую музыку других национальностей. Те же индийские фильмы наши кинотеатры показывали, люди слушали, смотрели, как они танцуют, показывали ту красоту. Ну, людей подпитывали красиво, людей подпитывали культуру. И последний год этого стало немножко не хватать, потому что я, честно говоря, сам телевизор не смотрю. Я только выбираю то, что мне нужно найти в интернете, и все. Но телевизор стоит включить и посмотреть в него, ну честно. Там нет ничего такого, что можно было смотреть. Я не могу тратить время на то, что портит меня изнутри. Нужно подбирать. Нужно делать его интересным, полезным. Вот. Ну, я хотел бы предоставить слово еще одному нашему представителю общественной палаты. Если вы готовы выступить, да, Габрикову Владимиру Александровичу. Мы уже как бы из графика чуть-чуть вышли, но я думаю, мы послушаем коллег. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я здесь вместе с моими коллегами на общественной палате Арарат Карибовичем хотел поздравить вас от имени моих коллег, членов общественной палаты. У нас не смог наш председатель общественной палаты Борис Леонидович тоже приехать. Вся деятельность общественной палаты Саратовской области, у нас одной из важных задач – это как раз взаимодействие с национальными организациями. Это у нас проходит в постоянном контакте с нашим Министерством национальной политики, с муниципальными районами, которые тоже нас поддерживают в этом плане. Здесь вот тоже очень много положительного, можно сказать, о Краснокутском районе, где есть, помимо того, что праздники проводятся, есть еще и местные организации национальные. Спасибо вам большое. И у нас еще сам председатель общественной палаты Борис Леонидович Шевчук, он возглавляет региональное отделение Ассамблеи народов России. Поэтому это тоже такой колорит, он уже больше 30 лет занимается национальной политикой, кроме того, что работал в исполнительных органах власти, сейчас директор музея боевой славы, ученый, автор монографий. Соответственно, нам легко в этом плане, поскольку контакт есть, выходить у нас на федеральный уровень, и когда принимается программа национально-культурного развития, здесь, как сказал Виталий Владимирович, все наши пожелания учитываются. Мы с министерством работаем в постоянном контакте, очень рады, что ребята у нас такие энергичные, мы считаем даже своими друзьями, потому что здесь у нас все переплетено, и в радости и в горе мы вместе с ними. Сейчас я хотел бы немножко тоже коснуться книги, потому что книга это очень важно, тем более период Великой Отечественной войны, и очень хорошо, что вот ФАБу оказала существенную поддержку, потому что в прошлом году мы тоже проводили при поддержке ФАБа презентацию книги «Казаки Саратовской области. Великой Отечественной войны». Старший брат написал эту книгу, тоже у нас приезжали, здесь вот представители нашей федеральной автономии, но тоже из-за ковида было ограничено, к сожалению. Но это почему эти книги очень важны действительно для подрастающего поколения, чтобы они знали, что действительно войну здесь много представителей нашего народа тоже бок о бок с русскими и другими народами сражались, чтобы они знали, как тяжело достались этой победы, чтили своих героев, и чтобы вот это вот прошлое нас объединяло. Ну, с своей стороны я хочу пожелать всем здоровья, удачи, чтобы побольше у нас таких мероприятий было, ну и поблагодарить Анжелу Владимировну за то, что в вашем лице всю администрацию, что действительно поддерживается, потому что здесь вот именно на вашем уровне поддержка очень важна. Спасибо. С Борисом Леонидовичем Шевчуком мы пересекаемся и в рамках деятельности Ассамблеи народов России. Да, бывает, он у нас бывает в гостях в Москве. Я сам являюсь заместителем
руководителя Ассамблеи народов России, заместитель у Светланы Константиновны много, и от клубов, от федеральной национальной культурной автономии. Вот поэтому Борис Леонидович бывает частенько на мероприятиях. Спасибо вам за выступление. Я сейчас хотел бы предоставить, Рамазан Владимирович, слово вам. Вы у нас как бы принимающая сторона от общественных объединений, скажем так. Большое спасибо. Приветствую всех гостей, всех друзей, всех коллег. Вот, со многими я долгие годы уже работаю с национальными лидерами. Поэтому очень многие людей есть, которые мы проводили в другом рамке, другое мероприятие проводили. Но все, что мы не делали, у нас все касалось нашей национальной политики, национальной культуры. Сегодняшний день наш фестиваль, который мы, конечно, мы хотели провести летом, мы планировали ее по другому варианту, показать действительно всю суть культуры. Поэтому, чтобы понять культуру, надо принять участие или прожить в этой культуре. Мы хотели как-то глазами людей показать это все, но в связи с тем, что сегодняшняя болезнь, так сказать, пандемия не дает народу продвигаться, но тем не менее, хочу поблагодарить то, что в сегодняшний день такой маленький тонкий лучик есть, который мы можем сегодня провести в таком рамке, в таком масштабе. Конечно, много что я хочу сегодня предоставить. У меня сегодня здесь очень много, пара, 3-4 человек активистов из нашего центра. У нас здесь присутствует Мула, он советник нашего местного национальной культурной автономии, зампредседатель нашего центра, это Алиев Мусрат, по культуре Ахмед Нурович Османов, и также с молодежью занимается Османов Халид Нурович, который очень немало работы проводил в нашей культурной тематике и также в нашем обществе, где мы сталкиваемся разными путями. Мы живем, конечно, в той территории, где немножко у нас культура чуть-чуть расходится, поэтому мы стараемся адаптироваться. Народ еще, так сказать, передвигается в районы Красногорского района, с других регионов, с других сел. Поэтому у нас работа такая идет немножко нестабильно, но сегодня очень одно время я помню, что мы долгие годы, особенно хочу поблагодарить Александра Булатовича, мы каждый день дверь стучали одной администрации, одного сельского совета, чтобы мы провели регистрацию, чтобы мы провели как-нибудь что-нибудь, прописка прошла, чтобы гражданство получить. На сегодняшний день хочу поблагодарить в лице его, очень много работы было сделано. В разных рамках мы достигли этой цели, и сегодня мы можем, так сказать, сделать такой обряд, это как свадебный обряд. Ну и надеюсь, что вы ее увидите в онлайн-системе, то, что очень многие работы сделали. Выступали очень многие группы. Хочу поблагодарить администрацию, то, что сегодня, конечно, правительство сегодня нам предоставило такую возможность этому проекту реализовать. И поблагодарить, конечно, Федеральную национальную культурную автономию, которая акцент сделал на наш центр в Красном Куте. Я помню в Красном Куте, когда мы первый раз Навруз провели в 90-е годы, было очень удивительно, и меня поставили по последним выступающим. И мы заодно выставили свою кухню. Мы выставили 25 блюд. У нас очень было вот так. Да, помните, да? Поэтому я говорю, я не согласен. Почему вы мне поставили последний? Они говорят, культура восточных народов, она тонкая. И должны видеть это все, чтобы это в жизни привести. Поэтому мы разные шаги делали в этой структуре. Хочу поблагодарить, конечно,
мы тесно работаем. Конечно, мы и ругаемся, мы как-нибудь бьемся друг друга, хлопаем, может быть, дверью, но тем не менее мы завтра же встречаем друг друга в другом лавке. Это наш общий дом. И сегодняшний акцент, который мы хотим сделать между собой, диалог, который провести, чтобы у нас вот это мероприятие было таким одним ступеньком нашей культурной, так сказать, мы один из тех людей, которые мы должны показать, что этот народ может быть такой культурой, можно относиться к этой системе, к этой нации вот так, или же принять то, что изучить, принять уроки от другой национальности. Поэтому мы национальные лидеры. Вот я хочу поприветствовать сегодня у нас казахская диаспора, немецкий дом. Вот здесь еще кое-кто, конечно, не смог прийти. Вот в лице Арамика Каримовича тоже Арсен сегодня не смог прийти. Можно сказать, у вас еще двойная работа есть. Она предоставит как круг в Красном пути. Мы вот 4 организации, которые действительно, мы что делаем много, что у нас есть общественный совет, вот, у нас комитет по делам национальных, у нас есть, поэтому вот эти вещи я прошу, чтобы мы всегда вот эти рамки держали, да, надеемся, что мы достигнем таких высот. Красный Кут много что сделает, у нас будет дом такой общенациональный, что мы могли все просидеть, провести все свои мероприятия. Спасибо за внимание. Предоставить слово президенту Саратовского источника, члену Союза писателей России, Живу Александр Булатович. Спасибо, Александр, коллеги. Я педагог, привык читать лекции. И, конечно, мне очень приятно это мероприятие. Я вижу много таких старых, добрых, знакомых, друзей. Мы сотрудничаем. Мне кажется, уже вот как начали курды прибывать в Саратовскую область, у нас началась совместная работа. И первое качество, которое я хотел бы отметить вот в курдах, я Рамазану неоднократно говорил, очень высокое чувство солидарности, сопричастности. Вы, наверное, представляете себе, насколько строгим, эволюционируя стало миграционное законодательство. Как мы хлопотали, бились за каждого человека, и должен с честью отметить, что ни один курд с территории Саратовской области не был депортирован. В то время как у нас эта наша миграционная тюрьма была перезаполнена, потому что были серьезные нарушения, были, так сказать, трудности, но все преодолели благодаря тому, что работали вместе, была помощь со стороны Министерства внутренней политики, раньше это был комитет. То есть вот это вот очень важная составляющая всех курдских общественных организаций. И сегодня я тоже хочу отметить, что очень высокий уровень организации, такой творческий подход, вдумчивый, интеллигентность. Очень высокий уровень интеллигентности нашей курдской организации. Это тоже очень важно. Очень важно для того, чтобы интегрироваться. Что бы мы ни говорили, курды до 90-х годов на территории Саратовской области не проживали. И вот 30 лет – это очень в историческом плане короткий срок. Но смогли пройти поэтапно все ступени. Мы вместе преодолевали очень многие трудности. Я должен отметить, что я хотел много рассказать, но времени, к сожалению, мало. Хотел бы отметить, что очень важно держать руку на пульсе. Очень важно постоянно работать в секторе межнационального сотрудничества, противодействия ксенофобии. И как это не будет, банально сказано и сухо, есть такой документ важный – стратегия государственной национальной политики. Мы в Красном Куте проводили 4 семинара за последние 1,5 года.
вот мы все вместе отрабатывали вот эту вот направленность. Что надо делать? Ведь стратегия, она выделяет очень важные, прямо я бы сказал бы, животрепещущие вопросы. Тенденция всех последних десятилетий, даже годов, это бытовые конфликты перерастают в напряжение межнациональное. Это надо знать. Надо знать этническую историю, психологию. Надо все время держать руку на пульсе. Вот мы провели вот по Красному фото, если я не ошибаюсь, у нас было обработано 1200 анкет. И мы уточняли, как же развивается, особенно в молодежной среде. Анкеты разноуровневые, разноплановые. Вот, в прошлом году мы отметили летом, что есть рост напряжения. И мы предупредили всех, кого могли, Министерство внутренней политики. И слава Богу, то, что у нас случилось в Деркачевском районе, ведь не было жертв, смогли приостановить. Но в целом все-таки имело место столкновение. Мы очень много отрабатывали предложений, что надо делать для того, чтобы предотвращать, для того, чтобы особенно в молодежной среде было такое серьезное, четкое, мудрое мышление в плане межнационального сотрудничества. И мы пришли к выводу, что нужно отрабатывать, нужно разрабатывать учебные пособия. И вот, дорогие мои друзья, коллеги, вот первое учебное пособие «Народы Саратовской области». Это и этническая история, это и рассказ по современности, как развивается этнос, языки, культура. Вчера мы были свидетелями, великолепный был праздник. Вот, но вот значимость таких вот учебных пособий, пока тираж небольшой, мы сейчас готовимся к переизданию. Здесь есть очень интересные теплые строки о Курдской национальной культурной автономии. Простите, пожалуйста, сейчас я вам, Мархат Патеевич, вам, как заместитель председателя ассамблеи, вот, вручу, чтобы в ассамблее тоже вот этот опыт создания учебных пособий. Ведь ранее, вот, отрабатывая эти учебные пособия, мы же не на что было опереться, аналогов нет в России пока. Это только зарождается, многие в соседней Самарской области тоже пошли по этому пути. То есть это очень важно, молодежь учить, давать знания истории, закреплять их. Историческую память надо формировать. Вот только в последние годы мы начинаем понимать, насколько важна историческая память. Вот здесь вот эти подходы отражены. Что у нас еще в той работе, которую мы проделали? Мы выиграли подряд 2 гранта фонда президентских грантов. Это этническая карта Саратовской области. Вот здесь вот выполнено скрупулезно, особый вклад Антон Павлович Мяшин, доктор исторических наук, профессор. Вот мы с ним здесь, казалось бы, такие сухие таблицы, но прочитая эти таблицы, можно увидеть наше будущее через 5 лет. Мы показываем, как развиваются народы, этнические группы, как образуются такие моноэтнические поселения, что можно ожидать, что надо делать для того, чтобы вот это вот развитие этническое, как говорят, высокий коэффициент фертильности, высокая рождаемость, изменение межэтнического баланса, чтобы мы знали, как это будет происходить, какие сроки, и что надо сделать для того, чтобы это было мирное, созидательное развитие. Вот, дорогие коллеги, друзья, допустим, вот Логиновская средняя школа здесь у вас, да, я с директором встречались, разговаривали, обсуждали этот вопрос. Начальная школа превалирует уже дети курдов. То есть через 5 лет, дорогие друзья, у вас это будет превалировать. Вообще в школе учащихся будут дети курдов. Надо готовить всех к тому, что это произойдет, и чтобы это пошло только во благо.
вот здесь вот расписано будущее всей нашей Саратовской области. Здесь очень много интересных данных, несмотря на то, что сухие таблицы. И, наконец, центральный момент стратегии государственной национальной политики – это формирование российской гражданской идентичности. Вот здесь вот курдские общественные организации делают огромную работу. Огромную работу проводит Министерство внутренней политики. Мы постарались это вывести в систему. Как мы назвали книгу «Разработчик, доктор исторических наук, профессор Лякшин Анатолий Павлович». Как формировать российскую гражданственность. Вот современность, значит, все-таки есть этот элемент. У нас одна, так сказать, община начинает замыкаться, больше говорить о развитии национальной культуры, а ведь это замечательно, что мы развиваем национальную культуру, но обязательно параллельно, рядом, где-то опережая, должно быть формирование российской гражданственности, гражданской ответственности за судьбы нашей страны, это наше общее государство. За него надо бороться, и надо то же самое. Обращать особое внимание на сохранение исторической памяти. Вот это вот учебное пособие, оно необычайно важно, мы его будем развивать. В начале уже следующего года будет переиздание. Мы постарались для всех библиотек, делали ряд презентаций для того, чтобы вот во благо пошла. Мы видим уже, чтобы мы видели, что нас ожидает в будущем и что мы должны сделать для того, чтобы это будущее было счастливым. Аркадий Сергеевич, обращаюсь к вам, как к заслуженному лидеру Ассамблеи народов России, чтобы наши идеи были услышаны. И Андрей Николаевич может Андрей Николаевич, ваш уже. Да. Он уже рассказал, что Спасибо. Спасибо большое. Вы проделали очень нужную, полезную, значимую работу. Я думаю, что ваш труд, он будет оценен будущими поколениями и нынешним поколением. Спасибо вам. Алла Андреевна Аюсинова, заместитель Казахского национального центра «Арман». Тоже несколько слов. Прошу. Уважаемые присутствующие, на самом деле тоже со всеми присоединяюсь. Я рада, что именно фестиваль проходит на территории Краснокутского района. Причем это, знаете, я знаю, что это не первый раз. Я и первый раз присутствовала, как первый раз Рамазан присутствовала тоже на большом мероприятии, которое проводилось тоже в Дом культуры. И что отрадно для вас, что сегодня ваше мероприятие проводится не только вот с национальности, которая проживает там, допустим, здесь. Все время вы большое внимание сразу входит Москва. То есть, если вы входы, то Рамазан нам говорит, ко мне приезжают москвичи, мы готовимся к мероприятию, это будет серьезное мероприятие. На самом деле у нас тут проживает много национальностей, мы между собой очень все дружны. Большую работу по этому поводу проводит наша администрация. Мы собираемся, обсуждаем все вопросы, которые возникают на территории нашего Краснокутского района. Стараемся не допустить каких-то неприятных таких ситуаций, стараемся своевременно их как бы разрулить, да? Поэтому нас многое объединяет. Я тоже хочу сказать, с казахской культурой нас объединяют, наверное, некоторые блюда. В последний раз, конечно, очень плохо, что сейчас мало проводит мероприятий, но в связи с пандемией. Но последнее мероприятие в 2019 году было, когда мы проводили фестиваль «Зерновушка». И вы знаете, вот этот фестиваль у нас еще раз всех национальностей, которые проживают на территории нашего района, нас объединил. Потому что мы ставили палатки, и в этих палатках мы совместно ставили палатку немцы, курды и казахи. У нас была одна палатка на троих, и это очень было интересное мероприятие, где мы представляли свои традиции, где мы представляли свои блюда. В конце уже мероприятия, когда мы уже всех угостили, естественно, мы тут все объединились, мы не только попробовали каждое свое блюдо, мы еще попытались обменяться костюмами, мы пропели все национальные
песни, стихи, которые могли показать, похвастаться друг другу. И вот это объединение, оно на самом деле произошло. И мы были рады тому, что мы сегодня в одной палатке все вместе показывали все свои традиции. Но вот сегодня мы собрались, вот, я так понимаю, все уважаемые люди. И у меня, знаете, какой вопрос возник? У меня вопрос сам по себе возник о том, что нет у нас среди нас нету молодежи, которые бы на самом деле могли показать очень красивое и полезное мероприятие сегодняшнее. В преддверии выборной кампании мне очень пришлось поработать по населению Логиновки, и я встречалась с курдской национальностью. И довольно-таки часто с Рамазаном, с Исмаилом мы проводили очень большую работу. И, знаете, я в то время, наверное, разговаривала с молодежью, с которой вот именно проводила беседу, и в то время для себя поняла, что они очень ценят, что они живут на территории Российской Федерации. Они на сегодняшний день, многие, не могу сказать, что все, но многие правильно понимают ту политику, которая ведется именно на территории Российской Федерации. И для меня тогда это прям было открытие, я, наверное, впервые очень много общалась вот именно в тот день не только с молодежью, но и с населением, которое проживает на Логинском округе. Поэтому мне вот очень хотелось, чтобы вот, когда мы проводим такие мероприятия, чтобы нас слышала молодежь. Вот ту работу, которую на самом деле проводит ассамблея, проводит наш район, хотелось бы, чтобы вот они на самом деле подтягивались, как сегодня мы сказали, я один из молодых, но, к сожалению, уже столько лет нету замены. Да? Это на самом деле, это к сожалению, что нам нету замены. Поэтому хотелось бы вот пожелать, чтобы вот те мероприятия, которые мы проводили, чтобы они проводились на взаимопонимании, взаимодействии, ну и, естественно, чтобы у нас было как можно позитивных моментов. Всем желаю добра. Здесь присутствуют представители, руководители местных национальных культурных автономий, действующих на территории Саратовской области. Я хотел бы предоставить слово сопредседателю Ешовской местной национальной культурной автономии Представитель местной национальной культурной автономии Ешовского района. Субботник Давидович. Я хочу сказать, конечно, это хорошо, что мы собрались. Спасибо руководству Краснокутского района. Представили, что здесь есть где говорить, где все это обсуждать. Но мне еще хотелось одно сказать. Мы сейчас насчет культуры разговариваем. Многонациональные Саратовской области, много национальностей живут. Но я хочу сказать, культуру никто не терял. Мы, допустим, курды, культуру свою не потеряли. Есть много таких ряд вопросов, которые, допустим, это невозможно сделать, то есть или создать. Но мы это своими силами создаем, своими силами все это делаем. Взять, допустим, даже общественный транспорт сейчас ездит, если молодежь, курдовская молодежь сидит в этом автобусе, значит, зайдет любой старик или там старый человек пожилой или по возрасте, он обязательно уступит место. Это надо всем организациям и всем автономиям это доносить о своей молодежи, конечно. Во-вторых, мы никогда в жизни никому не мешали. У нас есть свои традиции. Вы извините, пожалуйста, мы живем в Российской Федерации, конечно, но мы еще и курды. У курдов есть традиция своя, допустим, культура своя, свадьба, даже все мы отличаемся от многих народов, кроме братьев армян там, или там еще ряд азербайджанцев. Что я хочу сказать, я это желаю всем, чтобы все это поняли, все это знали, что мы все должны защищать свою культуру, то есть мы защищать свой народ. Наш народ с 86 года мы переехали из Киргизии, с Казахстана, переехали, допустим, в Саратовскую область, то есть также по России везде живут курды. Мы все друг друга знаем, благодаря, конечно, благодаря нашей организации московской, благодаря РАКу. И одно такое есть, еще вот вопрос, ряд таких вопросов. Много-много курдов живут в Лазинском районе, в Ешовском районе. Я, конечно, хотел бы, чтобы эти, допустим, даже такие собрания, даже митинги, даже чтобы и там проводилось что-то. Даже и также перелюбить.
Там тоже проводим собрания, там тоже проводим, допустим, круглый стол. Ну, многие люди, допустим, приходят, о культуре всегда говорят. Мы свою культуру всегда тоже защищаем и говорим, у нас культура, конечно, она, знаете, не повышенная, не лучше, чем у всех, но мы ее никогда не теряли. Я желаю это всем и доброго, чтобы вы не болели. Спасибо руководству Краснокутского района. Всем здоровья и доброго дня. Спасибо. Я, наверное, коллеги из присутствующих, кто-то хотел бы выступить? Да, тогда мы предоставляем слово. Да, представьтесь. Мякшев Анатолий Павлович. Профессор Саратовского госуниверситета. Я с 1983 года, более 40 лет, занимаюсь межнациональными отношениями. Что за это время я от какого взгляда отказался? Я отказался от взгляда на межнациональные отношения как фантик, в который обрамляют социально-экономические противоречия. И я уверовал в то, что межнациональные отношения – это межкультурное взаимодействие. Вот сегодняшнее наше мероприятие, огромное спасибо за это организаторам, как раз доказывает, что межкультурное взаимодействие – это и есть суть, соль межэтнических отношений. Второй момент, я хотел бы сказать, что Саратовская область – это уникальное место, я его называю цивилизационным перекрестком. История Саратовской области доказывает, что именно здесь, вот на этом кусочке земли, вошли в взаимодействие представители не разных этносов, представители разных цивилизаций. У нас здесь на Волге встретились и представители западноевропейских народов, западных цивилизаций. Кто к нам только не приехал. И саксонцы, и вюртембургцы, и эльзасцы, и лотарингцы, и то, что объединено. У нас родился особый этнос здесь, поволжские немцы. Это особенный этнос. И если вы проедете по нашей территории, нашей области, вот эти вот свидетельства существования здесь особенной цивилизации поволжских немцев, да вот в Логиновке у меня подозрение есть, что немцы приняли участие в строительстве вот той церкви, которую Рамазан Бадоевич мы с вами осматривали тогда. Вот именно здесь, в 21 веке еще одна цивилизация появляется. Это дунгане и курды. Вот. Собственно, это самые молодые народы, которые у нас в Саратовской области здесь основываются, живут. Вот. И, на мой взгляд, вот, наверное, существует какая-то историческая традиция, что живут-то мирно. И вот бы сохранить эти традиции. Третий момент. Я полагаю, что вот историк я по образованию, но к прогнозам относился скептически. Вы знаете, работая с Александром Булатовичем с 2017 года над характеристикой этнической структуры Саратовской области, я пришел, во-первых, к выводу о том, что на настоящий момент радикально меняется, вот, и почему-то никто этого не хочет замечать. Я уверовал в то, что в качестве одной из главных первоочередных функций нашей науки это прогностическая функция. Так вот, я могу вам сказать, что если мы соберемся с вами через лет 10, может быть даже раньше, через лет 5, то ситуация может измениться опять же в радикальном таком варианте. Я думаю, что движение курдов с вот такой дугой от Озинок, Дергачей, Перелюба, Ершова к Красному Куту, да, тут ведь получается дуга, да, вот, где-то придет вот к Питерскому району. Вот.
Я даже вам могу сказать, где произойдет встреча двух встречных потоков: казахского этноса и курдского этноса. Это вот где-то в районе Мироновского муниципального образования, где существует 53 сейчас на сегодня незанятых брошенных дома газовых, с газовым освещением, имейте в виду брошенных домов. Да, вот там с юга, с Алгайского, Наузенского района движется все-таки поток казахского, связанный с казахским этносом. И навстречу, я думаю, вот так вот пойдет поток курдский. Для чего я это говорю? А для того, что мы вообще-то должны уже сейчас разрабатывать программы и адаптации, и взаимодействия. Это очень сложный процесс, это очень сложный механизм межэтнического взаимодействия. Это удел вообще-то, ну и не только управленцев, но прежде всего науки. Вот мы должны готовы быть к этому. И следующий момент, я вот заканчиваю, я думаю, что в любом случае вот здесь мы, Александр Павлович назвал еще одну книгу, мы в рамках еще одну книжку написали по казахам и Казахстану, опыт нации строительства и формирования государственности национальной. Кстати, там есть оценка, может быть, одна из первых в исторической литературе вот этого конфликта в Тимонино. Я как раз был в Тимонино накануне этого конфликта. Я был в сентябре, конфликт в октябре 2020 года. И вы знаете, проблема, которая была поставлена главой муниципального образования Демьясского. Дело в том, что есть у нас самые разные потоки, а есть оттоки. У нас с левого берега вот, тает вообще-то русский этнос. А я позволю, можете со мной не согласиться, но в условиях, когда происходит вот это повсеместное взаимодействие, русский этнос играет роль этнического арбитра. Вот не будет у нас этнического арбитра на левом берегу, вот, это не есть хорошо. Я призываю, здесь присутствует заместитель министра, я призываю отбросить все амбиции и начать серьезно изучать эти вопросы. Вот изучать и ставить на научную основу. И мое предложение к уважаемым представителям Совета президентского по национальным отношениям, мы готовы с Александром Павловичем представить всю сложность, противоречивость той ситуации межэтнической, которая возникает на левом берегу Волги в любое время, вот, с любым, я бы сказал, развернутым отчетом, с любым развернутым докладом. На мой взгляд, вот, пока мы не готовы, я бы сказал, практически речь не идет. Мы даже не готовы в теории воспринимать изменяющуюся на наших глазах межэтническую ситуацию. Спасибо. Виталий Владимирович, пожалуйста. Я, может быть, хотел бы вот в качестве ответа добавить несколько слов. Я готов встретиться с вами в понедельник в 7:15, если вам будет удобно. Я буду вам очень признателен. Спасибо. В 7:15. Так, у нас здесь присутствует руководитель новой национальной культурной автономии Саратовской области Тагар Фатоев. Из вне президиума вам предоставляется последнее слово. Мы уже задержались, но дискуссия шла, поэтому... Я здесь всех приветствую. Азийской диаспоры. Я представляю Азийский район.
На территории Азинского района у нас проживает по переписи населения 2010 года 1246 человек курдской национальности. В целом курды Азинского района переехали в Саратовскую область, Азинский район с Киргизии. В основном курды, которые проживали на территории Киргизии, они закончили в основном закончили русские школы. Поэтому по переезду в Азинский район были там сначала некоторые там трения, но таких национальных у нас конфликтов не было. И сейчас, в настоящее время, у нас там национальных конфликтов у нас там нет. Проживаем все мы в мире и в согласии. И курды, которые сейчас проживают на территории Азинского района, смотрят на новости Ближнего Востока, в частности имени Сирийского Курдистана, где там нарушаются права человека, не только курдской национальности, но и других национальностей, которые проживают на территории Сирии. И именно со стороны турецкого государства, которые там бомбят изо дня в день те приграничные территории, которые находятся в арабско-сирийском государстве, где именно сейчас автономия курдов Рожава. Незаконно пересекает границы, поддерживает там эти некоторые там террористические организации, в том числе бомбят, уничтожают население. Поэтому мы бы хотели, чтобы эта Турция, турецкая военная машина, оставила эту территорию сирийского государства и не вмешивалась именно в дела сирийского народа, чтобы они могли сами там самоопределиться. Город Африн, который находится на территории Сирии, турецкая военная машина одновременно в свое время более 100 самолетов одновременно начинали бомбить территорию сирийского города Африн, где там погибло очень много гражданского населения. И мы, конечно, курды Азинского района с озабоченностью смотрим за этой ситуацией, где в настоящее время город Африн так отуречивается. Турция является натовским членом НАТО, которая и сейчас в данное время у нас получается и вблизи украинской границы. У нас тема круглого стола, там тема совсем другая, поэтому это внешняя политика. У нас мы обсуждаем внутреннюю политику, поэтому просто понятно. про внутреннюю политику, про то, что у нас происходит здесь, в Саратовской области, в Краснокутском районе в частности. Вы можете это. Да, всем благодарим всех за присутствие, и кто пришел, и спасибо за время. Хорошо. Спасибо. Курды, проживая, где бы ни проживали, будь то в России, будь то в европейских странах, они очень сопереживают за представителей своего народа, который находится в очень сложном регионе, в Курдистане, будь то в Сирии, Турции, Ираке и Иране. Ну, мы завершаем свое мероприятие, завершаем круглый стол. И перед тем, как мы закроем круглый стол, я еще раз предоставляю слово Виталию Владимировичу. Прошу вас. Коллеги, я прям два слова скажу. В концовке я бы хотел поблагодарить господина Патиева за такую сегодняшнюю дискуссионную площадку. Я считаю, что сегодняшний межнациональный диалог состоялся. Спасибо. Спасибо вам. В завершение у нас есть указ президента от 7 мая 2018 года. Я вам зачитаю небольшую цитату из этого указа, почему мы проводим мероприятия такого рода. Тут были выступления о том, что
хорошо бы, если нас смотрела, выслушала бы молодежь, нас будет смотреть молодежь, потому что это все будет проходить в режиме онлайн, это все будет смонтировано, и фестиваль, и наш круглый стол, и все, что мы сегодня обсуждали, о чем мы сегодня говорили, услышат больше людей, если бы мы больше, чем если бы здесь присутствовали несколько человек. Здесь нас будут смотреть из разных стран мира, из многих субъектов Российской Федерации, поэтому все, что вы сказали, это все будет услышано. И услышано представителями, в том числе молодежи, представителями других национальностей. Какие у нас перед нами стоят сейчас цели? Одной из важных целей – это, зачитываю, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Это выдержка из указа от 7 мая 2018 года номер 204. И проводя мероприятия такого рода, мы в то же время решаем задачи, поставленные нами, в том числе и президентом Российской Федерации. Я желаю всем присутствующих крепкого здоровья в это очень сложное время, в период пандемии, достижения всех поставленных целей, благих целей во имя каждого из присутствующих, во имя его окружения и народа, страны в целом. И в качестве такого небольшого подарка за участие в сегодняшнем мероприятии, Амина Тимуровна, прошу раздать сертификаты участников сегодняшнего круглого стола и еще раз выразить благодарность и от себя лично, и от руководства Федеральной национальной культурной автономии Российской Федерации, что сегодня вы поделились здесь своим мнением, высказали свою точку зрения на вопросы, касающиеся межнациональных отношений. И сегодня, я думаю, каждый из нас подчеркнул для себя очень много важного и интересного. Мы сегодня говорили также о культуре. Культура, она внешне может казаться непохожей. Но когда я читал сценарий свадебных обрядов различных народов, я даже нашел схожие моменты между курдской культурой и казахской культурой. Традиция, так как начинается процесс создания семьи, когда глава семейства начинает договариваться с главой семейства, или же собираются встречи родителей обоих сторон, то есть парня и девушки, которые хотят просить руки. У многих народов эта традиция, вот этот элемент, он совпадает. И есть один элемент такой у казахского народа, не знаю, насколько сейчас он сохранен, во время свадеб устраивали песенные состязания, парни и девушки. Вот, песенные состязания у курдов тоже, они имеются. Поэтому, видите, несмотря на то, что где находится Курдистан, откуда пришли курды, и где находится Казахстан, казахи, это все общее есть. И когда мы читаем свадебный обряд, я думаю, когда вы будете смотреть видео, после того, как оно выйдет на вещание, вы увидите, что действительно свадебный обряд многих народов, Андрей Николаевич, как вы правильно подчеркнули, они показывают то, что мы все-то из одного корня, когда мы не были так разбросаны по всей планете Земля. Когда-то у нас был какой-то центр, с которого шел отток народов в разные точки мира. Да. Поэтому еще раз спасибо, успехов, удачи, здоровья. Я хочу сказать, что у нас разговор про свадебные обряды. Я собираю свадебные обряды разных народов, наверное, лет 30. И вот от курдов до юкагиров сам процесс заключения брака у всех народов сходный. Вот, и мы когда выясняли, оказалось, что просто утратили мы это чуть-чуть. Позвольте мне тоже от главы района, Вот, Александр Павлович. поблагодарить вас и получить благодарственное письмо за большой вклад в сохранение и укрепление межнационального согласия, за активное участие в сохранении и развитии народных традиций и культуры. И Будакову Рамазану Вадовичу, председателю местной национальной культурной автономии Константинского района.
свидания.